Добрый день, друзья. Вы скачали казахскую клавиатуру. Открываем. Далее вы русский язык оставим. Вот, у нас здесь есть кнопка «Включить клавиатуру», есть инструкция. Вы проходите на кнопку «Включить клавиатуру». У вас появляется вот такое меню. Этот способ наиболее короткий. Я сейчас два способа расскажу, как включать клавиатуру. Не всегда этот способ работает. Но в данном случае, видите, здесь появилась Keyboards. Иногда она не появляется. Если не появляется вот эта функция, я покажу другой способ. Здесь заходим в Keyboards, включаем клавиатуру и включаем Full Access. Либо второй вариант, это вы заходите в настройки, General, Keyboards, казахская клавиатура. Вот здесь, видите, она уже стоит. Но в данном случае, если у вас ее не было, вы здесь нажимаете Add New Keyboard, Kazakh Keyboard, нажимаем сюда и здесь включаем Full Access. Все, вот теперь казахская клавиатура у вас настроена. Теперь пройдемся по настройкам. Основные настройки у вас включены. Первое — это включить звук, чтобы звук был. Предсказывание текста, чтобы у вас было. Пятый ряд, чтобы он работал. Раньше можно сделать, чтобы 4 ряда было, но это неудобно, лучше 5 рядов. Пользовательский словарь, то есть наша клавиатура на основании ваших введенных слов создает словарь, и потом эти слова уже предлагаются вам. Подсказки на латинице можно включить, я не буду включать, то есть можно, чтобы клавиатура на латинице вам подсказывала. Латинский алфавит желательно обновить, вот здесь нажать кнопку «Латинский алфавит». Загружается последняя версия. Вот, казахско-русский переводчик есть у нас. Вот, казахско-русский переводчик. Вот здесь вот можно перевод по запросу отключить. Тогда у вас будет он переводить все слова, которые вы печатаете. Это вот на айфонах 13, 14 уже можете. Телефон абсолютно не тормозит от этого. На старых телефонах все-таки процессор нагружался. Теперь, чтобы подключить, вам нужно будет на 7 дней подключить. Можно посмотреть рекламу, либо если на год рекламу включить на год, тогда это нужно будет заплатить. Итак, мы посмотрели рекламу, и у нас переводчик будет работать 7 дней следующие. Дальше можно изменить цвет клавиатуры, если нужно. Сейчас мы не будем менять. Теперь, если вам понравилась клавиатура, оцените. Можно отключить рекламу за $1, отключить рекламу навсегда. Можно отправить ссылку друзьям. Наши мобильные приложения можно посмотреть. Здесь вот список мобильных приложений, которые нами разработаны. Вот. Тут не все, правда, но тем не менее. Итак, теперь переходим к самой клавиатуре непосредственно. Здесь можно выбрать клавиатуру. Вот клавиатура наша. Допустим, мы пишем Салем. Клавиатура сразу переводит на русский язык казахские слова. И наоборот, русские слова переводит на казахский язык. После того, как мы написали слово «салем», если мы нажмем пробел, после этого это слово запоминается в базе. И теперь, вот если мы удалим казахское это слово, пишем «салем» уже он предлагает. Теперь, если мы пишем, допустим, «привет», «при алдында, жадында, сонымен қатар», он уже переводит. Вот мы, допустим, пишем «привет», он предлагает уже перевод на казахском языке «салем». «Привет», пробел нажали. Все, теперь при начале печатания он уже предлагает слово, которое в нашем словаре. При нажатии и удержании любой кнопки будут показываться знаки, которые вот там на втором плане отображаются. Также у нас есть кнопка налево и направо двигать. Это кнопка спрятать клавиатуру. Еще вот, допустим, если мы зайдем вот сюда, заходим в статистику клавиатуры, мы видим, мы 2 раза использовали слово «привет» и слово «салем». Здесь есть настройки. Вот.
Отправлять статистику разработчику, она анонимная. То есть мы не знаем ваше имя, фамилия, кто это. Мы можем отключить вот эту функцию. Очистить словарь пользователя можно, если вы захотите. Вот резервное копирование сейчас уже, к сожалению, не работает. Поэтому вот вы можете включить или можете выключить статистику. Любое слово, которое вы написали, его можно удалить из базы. Если вы ошибочное слово написали, кстати, тоже.